Купалье у нас проводилось каждый год, но в этом году оно пройдет особенно хорошо. Мы облагородили территорию, всего этого здесь не было. Мы очистили пляж, проложили дорожки. Теперь будет купалье проходить еще лучше. Выпускнік парыцкай сярэдняй школы Ягор Буткевич звяртае ўвагу і на новую глядзельную залу пад адкрытым небам, і на гукавое абсталяванне, і на касцюмы. Дзеля таго, каб купальская казка ў яго родным гарадскім пасёлку мела грандыёзны працяг, мясцовыя жыхары пры падтрымцы ўсяго раёна добра пастараліся. Разгарнулі працы па вясне, як толькі сышоў снег, каб знаёмая кожнаму тэрыторыя зведала змены да лепшага. Этот обряд купалья, вы знаете, он уже проводится на территории городского поселка Парич очень давно, уже больше 10 лет. Ну, и он к этому очень важен, потому что все хотят его видеть, слышать и понимать. Сегодня местное население уже не понимает себя, что сегодня в Паричах не будет купальни. Когда-то было давно предложение, давайте перенесем его в город или еще. Все сказали, нет, мы хотим здесь, мы будем все делать, инициативу свою проявлять. Потому наши инициативные граждане все хотят этого мероприятия. На аптымізацыю месца правядзення купальля і добраўпарадкаванне тэрыторыі берагавой зоны ў Парычах было выделена амаль 105 тысяч рублёў. 10% ад заяўленай сумы, а гэта 11,5 тысяч рублёў, сабралі самі грамадзяне. Тут заўважаюць, яно таго каштуе, для сябе ж рабілі, дзеля сваёй будучыні. Стремление к развитию Парич. То есть, когда производится благоустройство, комфорт, это привлекает гостей, это привлекает даже финансы какие-то, это тоже очень хорошо. Плюс, учитывая, что Парич у нас очень историческое место, то я считаю, что это очень-очень большой плюс. К нам приезжают из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья люди, и хотелось бы именно вот создать комфорт, и в этом комфорте соблюсти все наши больше традиции, копнуть вот больше наших истоков, показать наши корни не только нашим приветствием, добром, а также нашим колоритом, это нашими костюмами, танцами, какой-то театрализацией. Техника веночка очень проста. Берем цветок, заплетаем. Берем дальше цветочки, уплетаем и получаем веночек. Наш белорусский с васильками. Купальскі вянок самы запатрабаваны ў Парычах галоўны ўбор з самых сціплых і самых пышных кветак. Кожная заслугоўвае уваги. Раньше же верили, что если девушка сплетет красивый большой венок, отправит его на воду, то суженый наряженный достанет, и девушка обязательно выйдет замуж. И мы не исключение, мы тоже в это верим. Каждой белорусской женщине хочется быть красивой, поэтому нужно плести венки, пускать их на воду и искать суженого ряженого. Я сама из Светлогорска. Мы приезжаем сюда с семьей 5-й год, и в этом году решили посвятить наши традиции моего молодого человека. Сам он из Тюмени. Она меня позвала поддержать, проникнуться традициями этого праздника. Ну, в честь этого, чтобы больше, наверное, вникнуть и поучаствовать, наверное, принять участие в этом празднике, мы решили так одеться. Ну, также были с недели, подготовки. Мы сегодня собирали вместе цветы, плели венки. Удзельнікі свята заўважаюць, конкурс на лепшы вянок абавязкова правядзём у наступным годзе. І гэта не адзіная прапанова. Реализация гражданских инициатив – это, на мой взгляд, замечательная возможность улучшить качество жизни населения, благоустроить знаковые для людей места как в городе, так и в сельской местности. Победа в открытом областном конкурсе гражданских инициатив, конечно, нас вдохновила на большее. Сегодня у нас есть уже задумки, идеи по реализации нового проекта, с которым мы собираемся заявиться в очередном конкурсе инициатив. И они тоже связаны с этим знаковым местом, с городским поселком Паричи. У нас была просковецкая ярмарка, и мы хотим это возродить, потому что из нашей вот этой ярмарки все наши товары, которые здесь изготовлялись, они распространялись по всей раньше бывшему Советскому Союзу. А до бывшего Советского Союза это же была там Россия и так далее. То есть разные уголки страны. На купалі ў Парычах час нібы паварочваецца назад. Са з'яўленнем купалы і купалінкі шматтысячная глядзельная зала заціхае ў чаканні цудаў. Дзяўчаты пачынаюць свой грацыёзны танец. Сімвал бясконцасці жыцця і руху нябеснага свяціла. У гэтых гуках і рухах маленне аб лепшым жыцці, падзяка і заклік да светлых сіл.
Очень у всех хорошие впечатления от праздника. Всем очень нравится. Приезжает очень много людей. Я сам местный, я из Париж. Люблю свой поселок. Обожаю свою страну, Беларусь. Лучшая страна в мире. У гэтую ноч у Парычах кожны адчуў сябе часткай нечага вялікага. Тут не проста шануюць традыцыі, тут дыхаюць імі, перадаючы гэтую іскру любові да сваёй зямлі будучым пакаленням. Бо пакуль гараць нашы купальскія вогнішчы і плывуць па вадзе вянкі, наша гісторыя жывая, а сэрцы поўныя веры ў светлы цуд. Алена Траценко, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель» са Светлагорскага раёна.